Всем привет! В эфире снова ProCash, где мы говорим о деньгах простым языком. Сегодня у нас в гостях Еликбаева Айжан из отдела по разработке продуктов кредитования. Привет, Катя. Привет всем. Очень рада стать участницей проекта. Надеюсь, мои знания будут полезны для всех, кто смотрит это видео. Давай сегодня поговорим о том, как лучше подготовиться к сезону каникул и отпусков с финансовой точки зрения. Ведь лето уже совсем скоро. Какими лайфхаками ты можешь поделиться? Не буду оригинальной, главный мой лайфхак – это все планировать заранее. Особенно если это идет поездка за границу с семьей, которая может ощутимо ударить по вашему бюджету. Поэтому я уже в конце года, когда в компании составляют график отпусков на следующий год, примерно представляю, куда поеду и сколько это будет стоить, и начинаю потихоньку откладывать на отпуск. Но копить умеют не все, многие пытаются, но все равно залезают в копилку. Например, снимают деньги из депозита на текущие расходы, потом возвращают, потом опять снимают, и получается такой замкнутый круг, и нужная сумма так и не накапливается. Но здесь может помочь только дисциплина и финансовое планирование, о которых мы рассказывали в предыдущих выпусках. Если кто-то их пропустил, то можно посмотреть и внедрить данные там советы. Я, кстати, тоже могу дать несколько рекомендаций по экономии на авиабилетах. Лучше их покупать за 1,5-2 месяца до даты вылета. Обязательно зарегистрироваться в программах лояльности разных авиакомпаний. Также можно накопить мили или баллы, чтобы получить скидки на следующие поездки. Еще на сайтах-агрегаторах можно поставить фильтр, чтобы вам показали самые дешевые билеты в определенный период. И потом уже из списка выбрать направление и авиакомпанию. Это прямо целая эпопея. Отслеживать скидки, сроки, изучать условия различных авиакомпаний. Я пока об этом думала, уже устала. Мне после такого понадобится еще один отпуск. А что если экономишь, а денег на путешествие мечты все равно недостаточно? Выход есть всегда. Можно подумать о кредитах на поездку, посмотреть предложения на сайтах, дополнительно промониторить тенденции рынка и выбрать кредитные условия и подать заявку. Опять изучать кучу информации, ходить по сайтам, приложениям. А если кто-то откажет, например, тогда потратишь столько времени впустую? Именно для этого в приложении Жанамда наша команда реализовала решение по кредитным продуктам под названием «Кредитная витрина». А что это, магазин кредитов? Нет, это не магазин. Скорее, это удобный сервис по подбору предложений от банков-партнеров, где мы собрали самые лучшие решения на рынке с учетом ГСВ ставок, офферов и предложений на рынке без лишних трат. Классно. А как это будет работать? А на самом деле это очень легко. Вы заходите в приложение Жанамда, выбираете вкладку «Кредиты». Дальше вам необходимо заполнить обязательное поле в виде периода кредитования, сроков, дополнительно подать заявку. После этого вы получите оффер от наших банков-партнеров. А сколько банков уже есть в проекте и когда можно будет подавать заявку? На текущий день сервис уже работает. У нас есть представлены 3 банка. Это Банк Центр Кредит, Форте-банк и Home Credit Bank. В дальнейшем мы планируем добавить еще банки второго уровня на территории Казахстана. Супер! Теперь я тоже подумаю о такой возможности. Хотелось бы все-таки слетать куда-нибудь в отпуск, отдохнуть, перезагрузиться. Ведь без отпуска все равно невозможно постоянно работать эффективно. Согласна. Но, Катя, надеюсь, ты и все наши зрители заранее подойдут к этому вопросу и оценят свою финансовую нагрузку. Конечно, Айжан, спасибо, что еще раз обратила на это внимание. Думаю, все понимают, что кредит всего лишь инструмент достижения цели и надо подходить к нему разумно. А благодаря кредитной витрине в Жанамда этот инструмент стал доступнее. Надеюсь, многие наши зрители могут воспользоваться им при необходимости. Спасибо, Айжан, что пришла и рассказала нам о нем. Спасибо тебе, Катя, за приглашение. А всем, кто нас смотрит, я желаю чудесно провести лето, заранее планировать свои поездки в кругу близких и родных. Это была рубрика ProCash. До новых встреч! Пока-пока. Да только начало. Там вроде дальше не такие. Нет, там... Ничего, бывает смешно. Я могу туда смотреть. Нет.